прошел первый этап, второй этап. Ну, ошибки вырастут. Да, ошибки там критерии. А вы, главное, уже подробно, видимо, готовились, может быть. Да, по документации, скорее всего. На что презентацию принесли? Я без презентации. У вас еще презентация? Презентация. Еще презентация. В украинском языке. Biraz öyle без нас. Без нас. Мне кажется, нужно... Буманных же костер, у других. Да, костер. Ага, буманных костер. Убрать? Да, такого вида. Только ты говоришь, сразу. Микрофон народа так. Мы сказали, что у нас же двор был Вот четко микрофон нараганал. Тут нараганал региль и стендеры надо туда. которые установлены главой республики. Лоты, которые они нам Вот эта конкурсная документация, она же может поменяться. Ну, что-то, какие-то новшества. Ага, Следующее. Этажный план здесь. раньше не было. Кстати, вы раньше участвовали? Мы пытались участвовать, но вот прошлый год же был как-то не Нет, произошло. я имею в виду вообще отправляли документы или нет? Как было документы не отправлялись? Не, вот С гарантийным письмом. Да. В принципе, вы заявились. Жить уже. да, в 2018 году заявились. 19. Да. Мы в 18-м и 17-м. В 19 В 17-м первый этап прошли, второй не прошли. В 18-м, да, в 19-м была. 19 вообще. 19-й начало и конец. Тогда 18-й заявлялись, 19-й заявлялись. Нет, но 19 никто не Нет, заявлял. подождите, это же 19-й заявлялись, но документы неправильно были оформлены, правительственные. Да. Он был гарантийный продукт. Кулинария, это получается третий же год. Третий конкурс. Прошли который. 18-й, 19-й, 20-й день. Вот конец 19-го года, где мы прошли, это был конкурс на 20-й год, но проведенный в 19-м году. И был в начале года за 19-й год, в начале года 19-го. И в 18-м году начало было. В 18-м году. Закинула же. 4 тысячи. Здравствуйте. Привет. Ключи. Да, конечно. Лена Николаевна, команда на коллег, да? Молодых учить. Мастерская группа, пресс-служба дорога за Китай, главный по очереди приятель. Да, там потом Батвик вторая. Я тоже работала.
Социальная работа, призвание, медицинский коуч. Родители психологи, я Обои. мастерских. Ну, так вкратце совсем написали. У вас фотографируют? Якутия 24. Подписание с работодателями было. Торжественное подписание. Итоговое сочинение. Прием заявок. Обиденька. Научно производительный центр. Стратегическая сессия вызова. Завтра мы его не настраиваем. Отчеты провести. А завтра уже. Уезжает или Отчет, потом по очереди будут сидеть. У меня по бухгалтеру статья. Нотар Люсь, Школа перевод. Хок, Балацкий и Гол. это по 32 дні Жганський, да? 32. 32. Легальный. По-моему, Жганский был. Они не заявлялись, их здесь нету, тогда пишем, да, подключились, да? Ага, подключились. Здравствуйте. Транспортная техника. Я говорю, что мы будем походили, Не поверь, да, она. Или варить, или успеем. Не поверь, да, Я не знаю, что я помню. Четвертый. Все пока. Давление покажу. Музыку сюда можно записать. Разговариваю, и WhatsApp приходит. Если только лицензированные высококачественные здесь показывают, а если приходит, просто пишет потом. Параграф вроде вот эти остались, и несколько там тоже. Сколько такое? 9. Это Samsung. Как ставили, все показывают. Ага. Показывают. Но он не связан с телефоном. Зарядку держит почти неделю. Но он фото не показывает. Но такой движение, когда ты делаешь, телефон слушает. То есть можно Его можно хоть не Faydalar bilen kadar. будет. Конечно. Хорошо заявлялся. Конечно. Это соглашение о Дмитриевка подписали правильно. Коллеги, до середины февраля я Директор. ездил. Загадочный байт.
подробные по ссылке. А ты на семинар. Который я Он организовала. Вот я попробовала. Это очень объемное, поэтому я не знаю, как мы продолжимся. Что уехали по доктору. Спедан Парихи интерфером. Бейм на дядя. Алфавиту лава. Да, мы пойдем, вот, и пойдем. Это было я. Это я как Конечно. Потому что вы и. А вот тоже я. вторая буква. А, как? Вот. Ика, ну вот после них. Ты знаешь, ты сосредоточение не интернете. Вот, ты не знаешь. Ты же всякие сказки. Мы же постоянно Он работает. он идет так. Как писать? Конечно. Сейчас мы пошли. А я это вещи. Мы даже не слушаем. Раньше Раньше не знаю. Я какая скажу. Это были первые этапы. Да. Ага, я коллеж тогда Такие голландцы уже отправили заказ. Сейчас как бы давно не появился. Вообще там вообще не знаю, что это первый раз. Может быть, я первый раз. А четкое задание? Нет, его задание цель субсидий. Кто будет хранить и кто проверять. Время года. Может быть, что и это. Центр финансового сопровождения хотят себя хранить. Уважаемые коллеги, начинаем нашу сессию по теме о порядке подготовки документов на участие в конкурсе наград Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта образования, регионального проекта «Молодые профессионалы». Сегодня мы пригласили в качестве выступающих Роеву Александру Алексеевну, главного специалиста отдела СПО Министерства образования и науки, Попову Марьяну Моисеевну, заместителя директора по учебно-производственной работе Якутского индустриально-педагогического колледжа,
Золотареву Ларису Михайловну, заместителя директора по учебно-производственной работе Покровского колледжа, и Иванова Николая Николаевича, заместителя директора по развитию и инновационной работе Якутского колледжа связи и энергетики. В очной форме у нас участвуют 15 учебных заведений, подключены у нас дистанционно Центарский колледж, Вилюйский педколледж, Харбалавский образовательный комплекс, Верхоянский многопрофильный лицей, Усалданский техникум, Горно-геологический и Жадайский техникум. Так, по первому вопросу у нас выступает Роева Александра Алексеевна по теме «Основные требования к подготовке документов». Уважаемые коллеги, когда будете задавать вопросы, пожалуйста, задавайте в микрофон, чтобы наши участники, которые участвуют дистанционно, они тоже слышали ваши вопросы. А кто участвует дистанционно, вы можете вопросы задавать сразу в письменной форме. Вопросы, как мы будем отвечать на вопросы? Сразу после выступающего или в конце? В конце. Хорошо, в конце. Слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. В сентябре 2019 года Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен конкурсный отбор на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов для обновления материально-технической базы колледжей и техникумов в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». В конкурсном отборе от Республики Саха-Якутия приняли участие 17 профессиональных образовательных организаций. Из них не прошли первый этап технической экспертизы 8 учреждений. По лоту номер 1 Намский педагогический колледж имени Винокурова, Якутский технологический техникум сервиса, по лоту номер 4 Горно-геологический техникум, Верхневилюйский техникум, Транспортный техникум, Сунтарский технологический колледж. По лоту номер 6 Якутский сельскохозяйственный техникум и по лоту номер 7 Якутский медицинский колледж. Не прошли второй этап содержательной экспертизы 7 учреждений. По лоту номер 1 Якутский колледж технологии и дизайна, по лоту номер 2 Усть-Алданский техникум, по лоту номер 4 Самгарский многопрофильный лицей, Якутский автодорожный техникум, по лоту номер 5 Алданский политехнический техникум, по лоту номер 7 Намский педколледж имени Винокурова и Якутский педколледж имени Гоголева. Также 3 учреждения успешно прошли конкурсный отбор среди образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, стали победителями данного конкурса. В результате реализации проекта в 2020 году планируется создание 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой для качественной подготовки кадров по приоритетным группам компетенций. Значит, победители у нас это Якутский индустриально-педагогический колледж, выиграл грант по лоту номер 4 обслуживание транспорта и логистика. Объем средств федерального гранта 34 миллиона 100 тысяч. Значит, второй победитель Покровский колледж выиграл грант по лоту номер 3 информационно-коммуникационные технологии. Объем средств федерального гранта 32 миллиона 600 тысяч. И третий победитель Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина выиграл грант по лоту номер 3 информационно-коммуникационные технологии. Объем средств федерального гранта 37 миллионов 50 тысяч. Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе, как мы все знаем. Грант предоставляется в целях софинансирования расходного обязательства организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, на приобретение оборудования, средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования мебели. Обязательным условием конкурсного отбора является обеспечение получателями гранта софинансирования указанных мероприятий за счет средств бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников. Сегодня самый сложный вопрос для тех, кто впервые будет участвовать в конкурсе грантов, это, конечно же, качественная подготовка документов.
Большинство заявок не проходит техническую экспертизу. Именно поэтому конкурсантам необходимо более подробно изучить методические рекомендации и конкурсную документацию отбора. В конкурсной документации все детально указано. Сегодня я, наверное, не буду углубляться, коллеги более подробно расскажут об этом. И самым важным моментом хотелось бы вам дать рекомендацию федеральных экспертов. Это значит, нужно продумать, прописать и просчитать. Это значит поэтажный план мастерских. На это нужно обратить особое внимание. Так, слайд номер 1 нужно включить. Так, критерии отбора победителей конкурса. Это значит аналитические сведения, представленные Министерством просвещения Российской Федерации. Значит, смотрите, оценка заявок проводилась по 3 критериям. Первый критерий – это уровень проработки проекта. Оценивалась направленность мероприятий проекта на обеспечение подготовки кадров для приоритетных секторов экономики субъекта Российской Федерации, в том числе инвалидов и лиц ОВЗ. Второй уровень детализации перечня работ, планируемых к выполнению план-график, обоснованность предложения приобретения оборудования программного обеспечения для достижения целей проекта, объем финансирования мероприятий проекта со стороны субъекта Российской Федерации, объем софинансирования мероприятий проекта небюджетными средствами организации, обоснованность запрашиваемого финансирования, соответствие поэтажного плана мастерских с указанием адреса, общей площади, утвержденного руководителем образовательной организации. Второй критерий – квалификация организации участника конкурса. Оценивался опыт участия организации в масштабных международных федеральных межрегиональных программах, значит, востребованность программ подготовки выпускников на рынке труда, опыт, результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, уровень развития стратегического партнерства с работодателями. И третий критерий – значимость ожидаемых результатов проекта. Оценивалось расширение портфеля программ профессионального обучения ДПО, развитие материально-технической базы организации, распространение инновационных технологий и методик обучения и влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации. Следующий слайд. Техническая экспертиза, первый этап. Значит, обратите внимание на основные причины, которые, значит, нам представляют Министерство просвещения Российской Федерации. Конкурсная комиссия отклоняет заявку участника конкурсного отбора по следующим причинам. Значит, участникам конкурсного отбора представлены более одной заявки по одному лоту. Участник конкурсного отбора ранее получал грант на создание мастерских по тем же компетенциям. Отсутствует один и более документ, указанный в пункте 7 конкурсной документации. Конкурсная документация у вас в раздатке есть, можете посмотреть. Заявка не соответствует содержанию конкурсной документации. Заявка поступила позже установленного срока окончания приема. И участник конкурсного отбора не соответствует требованиям. Здесь я хочу обратить ваше внимание, значит, на основные причины отклонения заявок при подготовке конкурсной документации наших учреждений, не прошедших первый этап технической экспертизы. Значит, основные причины. В приказах о полномочиях директора указаны истекшие сроки действия трудового договора. Значит, например, у нас был в одном техникуме приказ, да, Верхнебелюйский техникум, Якутский медицинский колледж, приказ аж 2008 года, срок действия 3 года и больше нет. Да, 10 человек проверяли, глаз намылен, никто не заметил. Угу. Дальше, значит, еще одна, значит, основная причина отклонения – это неправильное оформление в написании чисел процентовки. Например, вот были гарантийные письма, вот кто участвовал, знает, это гарантийные письма от руководителя, ну, какой объем средств готова выделить организации софинансировать. Там тоже были неправильно в нескольких заведениях наших указаны числа. Такие вот мелочи, да. И в третье, значит, в сопроводительном письме нет печати профессиональной образовательной организации. Там тоже, значит, в приложении, кто готовил ранее документацию, знаете все, что все бланки, они
приложили, все есть, там даже все до самых деталей указано. Просто там кто-то забыл, ну вот печать проставить, и никто не заметил. И сразу они отклонили. Возможно, это был, может быть, будущий победитель. Они сразу же, во время технической экспертизы, сразу отсеивают такие заявки. Мгм. Так, следующий слайд содержательная экспертиза. Значит, основаниями для отклонения заявки являются несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, определенным пунктам, значит, 7, да, конкурсной документации, недостоверность представленной получателем гранта информации, иные основания для отказа, определенные в конкурсной документации. Так, можно сразу следующий слайд. Здесь вот уже основные причины, за которые снижаются баллы. Пишет. Звука нет. Значит, основные причины, за которые баллы отклоняются. Вот у нас они здесь выделили 3 основных причины. Первое, значит, несоответствие информации требованиям конкурсной документации не соответствует, значит, использовалась конкурсная документация предыдущего конкурсного отбора. Но у нас таких случаев нет. По нашей республике таких случаев нет. То есть мы все использовали утвержденную, самую последнюю, 30 августа 2019 года, и по ней работали. Второе. Недостаточное софинансирование, менее 10% от суммы проекта. Под эту категорию мы тоже не подпадаем. У нас как раз-таки у всех было в гарантийных письмах от правительства 10% от полной суммы гранта. Третье, значит, несоответствие закупок к целям проекта. Значит, оборудование не расписано по позициям. Часть оборудования указана для комнат экспертов, участников, брифинг-зоны, не для мастерских. В оборудовании указаны расходные материалы, комплектующие, сплит-система, огнетушители, кулеры для воды, мусорные корзины. И, значит, следующее, не выполнены требования, предъявляемые к новым компетенциям. В нашем случае тоже новых компетенций не было. Получается, обратите внимание, пожалуйста, на пункт 3. Те, кто не прошли второй этап содержательной экспертизы. Я надеюсь, вы все свои документы сохранили, хоть и уже достаточно времени прошло. Нужно будет еще раз перепроверить. Эти слайды, кому нужны будут, мы направим. И еще раз, да, мы рассылку сделаем, хорошо, всем на электронную почту. Вот из-за таких мелочей, буквально вот не там, не в том пункте, значит, могли указать вот, кулеры для воды, мусорные корзины и так далее. Угу. Так, и, значит, последнее. Самое сложное – это не выиграть грант, а самое сложное – это, значит, его реализовать и отчитаться по потраченным деньгам. Да, слово передаю Марине Моисеевне. Да? Диана Васильевна. Добрый день, коллеги. По конкурсной документации конкретно мы писали 3 года. Принимали участие в 2018 году, в 2019 году в начале года писали, и конец года уже на 2020 год писали и в 3-й раз выиграли. Но документацию каждый раз мы тщательно все пересматривали. И по конкурсной документации из года в год идут небольшие изменения. И поэтому очень прошу обратить внимание на конкурсную документацию, о чем и говорили руководители наши. Когда мы были на международной выставке Global, там выступали разработчики, и кто проверял вот эту конкурсную документацию. И они конкретно говорили, очень много вопросов поступает в Российскую Федерацию, и вы спрашиваете те моменты, которые прописаны в конкурсную документацию. И под конец они стали сердиться и говорить, вот, внимательнее читайте конкурсную документацию. Все время ссылаются на эти документы. Поэтому у меня слайдов очень много. Очень много идет документов, которые, возможно, из документации вам известны очень хорошо, но тем не менее я бы обратила внимание на те моменты, на которых нужно обратить особое внимание. Так, значит,
У меня сперва идет анализ по лотам, как бы продолжение того, о чем говорила Александровна. Алексеевна, извините. Всего по лотам 786 по Российской Федерации, из них выиграли 160. Самый большой конкурс, второй, далее идем. Тут срок по срокам, вот предыдущее посмотрим. По срокам приказ был 30 августа, и сроки были очень сжатые, вы понимаете. 2 уже мы начали делать, и 2 октября они должны были лежать уже в Москве. Только всего было дано 1 месяц, и работали, не покладая рук. Вся республика так работала. Очень срочные сроки. Так, следующая таблица. Анализ по лотам по Российской Федерации. Итого внизу, прошу посмотреть, 786, выиграли из них 160. И предпоследний столбик, посмотрите, конкурс. Самый большой конкурс был по лоту 5, 7,3, промышленные инженерные технологии. Это куда мы тоже подавали другой проект по сварке, мастерским сварочным технологиям. Так, мы выиграли по лоту 4, там тоже был большой конкурс. 4 учебных заведения, из 4 победил 1, 4. Да. Искусство, дизайн и сфера услуг 5 и 4. Так, и вот первый тур и во второй тур сколько прошли? Тут колонки, первый, второй столбец и получатели гранта. Но тут опять-таки ориентировочно получит 145, а под конец дали 160. Форс-мажорные обстоятельства есть. Мы писали на 35 миллионов, получили 34 миллиона 100. Тоже кое-какие небольшие изменения идут. Следующая таблица. Тут уже включая заявки РСТЯ, о чем говорила Александра Алексеевна. Но это я сама свод делала, все время следила и писала, кто такие отправляли. У меня получилось почему-то 18. И технический этап прошли 10. Это хорошие показатели. И следующий год, я думаю, уже увеличится количество победителей. Так, и получатели гранта, ну, остальные все те же. 18 и 10, значит, это больше 50% прошли на второй тур. Очень близко находимся к окончательному заявлению победе. Далее. Так, по описи документов идет, значит, 16 пунктов. По описи документов, очень хорошо знаете, титульный лист заявки начинается и далее. Так, все документы мы уже несколько раз делали, и поэтому очень хорошо знаем, как их заполнять. Кое-какие ошибки, где проскальзывали, ранее было сказано, все документы должны быть очень хорошо оформлены, проверены, подписи, печати, даты. Вот это все нужно хорошо смотреть. Документы, которые предоставлялись министерствами и правительством, они своевременно были в этом году составлены, и тут никаких таких у нас не было приостановок. Далее смотрим. Так, до 15-го пошло, все хорошо идет. Далее всего делаем 18 документов по описи. И особое внимание на 16-й и на 17-й. 16-й – это описание проекта, который требуется делать не более 30 страниц. 14-м шрифтом полуторка там все указывается. Очень трудно все мастерские 5 несколько раз писать, и плюс внутри мастерских писать модули по инфраструктурным листам, но мы должны попытаться все это втиснуть в описание проекта не более 30 страниц. Самая трудная работа заключается в 16 разделе, пункте.
очень-очень внимательно и все лишнее убрать, лишние слова. Вот 3 года, говорили, мы писали и убирали лишние слова, чтобы каждое предложение носило смысловую нагрузку. Чтобы лишнего ни одного слова, ни одного предложения, тем более, не было, чтобы втиснуться в эти 30 страниц. Но по описи у нас оказалось, что 50. Это 20 страниц, они входили как приложение, которое мы вытащили из описания и отдельно пристроили как приложение. Об этом тоже скажу потом. Они отдельно, не среди описаний пошли. Поэтому мы вот в описании содержательную часть более-менее написали. И последние иные документы тоже об этом скажу. Следующее. Так, направление работы. Тут 1, 2, 3, 4, 5 направлений. Первое направление – учебно-лабораторное оборудование. Второе направление – учебно-производственное оборудование. Это все те моменты, которые нам финансирует Россия. Учебно-лабораторное оборудование, учебно-производственное оборудование надо нам распределять, два столбца распределить. Вот это именно учебная лаборатория, вот это именно учебно-производственные. Но так как мы писали по лоту 4, у нас было легко. По производственному мы вынесли все машины, коих 11 штук заказали. Остальное все двигатели, все разное оборудование по мелочам мы вписали в учебно-лабораторное оборудование. Но даже можно сказать, что по большим объемам, с большими финансированиями у нас пошли учебно-производственное оборудование. А по мелочам, по инфраструктурным листам у нас пошли учебно-лабораторные оборудования. Их оформляем по 5 компетенциям согласно инфраструктурным листам WorldSkills, которых вытащили самые последние инфраструктурные листы сайта WorldSkills, и по инфраструктурным листам последовательно пошли по оборудованию. Опять-таки, будьте внимательны, что говорилось Global, туда не входят комнаты экспертов, кулеры и так далее, о чем перечислено было ранее. Это ничего не входит. Это было сказано Кращинской, прямо вот это ничего не пишите. Раз она увидела слово кулер, она вот это бумаги сразу выбрасывает. Говорит, они не проходят и отклоняются заявки. Так, учебно-лабораторное оборудование, вот отношение основных профессионально-образовательных программ, учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, новые лабораторные работы, практические занятия, новые программы профессионального обучения, программы дополнительного образования, так, электронное обучение дистанционное, и обязательно указать укрупненно, без указания марки оборудования и количество, перечень и количество учебно-лабораторного оборудования, его расчетную стоимость. Все деньги, вы все, вплоть до 50 рублей, вот указание учебно-лабораторного оборудования, как приложение 1 идет, все было указано. Конкретно по мастерским и не только, конкретно по модулям. Обращаю внимание, без марки оборудования у нас прошли несколько марок оборудования, которые, когда мы выиграли, поняли, что неправильно написали. Где-то прошла марка Bosch. И совершенно неправильно была написана вот эта марка. Мы закупаем другую марку. Поэтому без указания марки оборудования. Далее даже вот марка автомашин, где мы указали КАМАЗы, у нас от того
о чем мы подробнейшим образом написали, осталось только слово КАМАЗ. Остальное тоже поменяли. Поэтому будьте очень осторожны, когда указываете марки оборудования. Так, следующее. Вот второе учебно-производственное оборудование, тоже внизу смотрим. То же самое. Третье. Далее. Программное методическое обеспечение. Далее. Далее. Модернизация, ремонт учебных помещений. Это не входит в федеральные деньги. Это только софинансирование субъекта Российской Федерации. 4 миллиона 100, которые проходят у нас по субъекту. Кроме этого, мы еще прописали 1 миллион средства ЯИПК и 900 тысяч софинансирования работодателей. Они гарантийку нам написали, и мы уже начали. Вчера телевидение показывали, НВК САХА торжественно подписывали соглашение с работодателями. Собираем от них средства, они дают нам в течение вот этого года. Это все, что собрано с нашей стороны, идет на ремонт, модернизацию учебных помещений. Опять-таки, ремонт – это не ремонт в таком виде, в котором мы понимаем. Это ремонт под установку и монтаж оборудования. Коридоры мы не имеем права, окна не имеем права ремонтировать на эти деньги, двери и так далее, и так далее. Потолки, стены – это ничего не входит. Это под установку и монтаж приобретаемого очень дорогого оборудования. Только на эти средства идут деньги модернизации и ремонт учебных помещений. Да, наливные полы можно. И поэтому, когда вот эту часть пишете, тоже продумайте обязательно. Но так как у нас лот 4, у нас очень сложно, мы вплоть до входных ворот и эстакады для КАМАЗов думаем, поэтому это нам разрешается. И очень много требуется финансирования на это направление. Следующее. Современные технологии электронного обучения и ИТО – это все документы федеральные, где они требуют нас писать, и мы очень туго вот эти моменты писали, 5 пунктов, и они требуют очень большого внимания, и Крачинская уже писала нам, что по этим 5 направлениям сейчас пункты будут, они начнут проверку. То есть современные технологии электронного обучения идут при реализации основных профессиональных образовательных программ, внедрение современных технологий оценки качества, так, основа демонстрационного экзамена. Мы сразу должны пройти, как только закончим вот это все дело, аккредитацию как ЦПДЭ, Центр проведения демоэкзамена по 5 компетенциям. Сразу мы должны отчитаться, что мы прошли аккредитацию. Далее. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования. Прямо по каждой компетенции у них было прописано не менее скольки-то. И у нас прописано по каждой компетенции новые актуальные программы по 7-8 штук. Ну, сидим и голову ломаем, на самом деле, сейчас. Разработка, реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки, организация повышения квалификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. Не только мы радуемся, но самое главное, очень громаднейшая, большущая работа нас ждет. Экспертов с правом оценки и проведения демэкзамена, ВСЛР и так далее, и так далее. Чему мы должны быть готовы. Следующее.
Так, критерии отбора, об этом рассказала Александра Алексеевна. Итого 1000 баллов. Если вы прошлогодний проект прошлого года отправили, она говорила, это мы не бросаем, но сразу делаем минус 400 баллов. Представляете? Минус 400 баллов, если прошлогодний проект. Оказывается, по субъекту много таких документов поступало из субъектов. Минус 400 баллов, то есть становится уже неконкурентно способным от этот проект. То есть получается, если не победил грант в этом году, в прошлом лоту, В следующем году можно? но он же может этот же проект. Можно проект отправить, но Обновить. обновить. И изменение начала 19-го, конец 19-го года было в том, что поэтажный план мастерских ввели. Да. Далее. То есть они сразу видели, что планов нет, и сразу поняли, что это старое. Техническую экспертизу рассказали уже, поэтому я не буду останавливаться. Содержательная экспертиза – это второй этап. Не буду останавливаться. Далее. Так, основные причины. Вот здесь обратите внимание, что несоответствие, то есть с предыдущего конкурса использовались. По лоту 4 очень много идет, да, видите, 23 сразу 23 работы. Недостаточное софинансирование со стороны субъекта по лоту номер 5. Машиностроение, да, по Саваркину, куда хотели. Несоответствие закупок целям проекта, вот брифинг-зон, огнетушители, мусорные корзины, вот до этого писали, это очень много, 147 работ. Снижение баллов. Так, далее, следующее. Так, и проект ЯИПК. У нас проект всего из 190 страниц. Начальная страница в таком виде. На лот 4. Обслуживание транспорта и логистика. 190 страниц. Мы помним, что выступал директор бессмертный и говорил, что он принимал участие в 2019 году при вскрытии конвертов в Москве. И когда они видели, что работа как кирпич, прямо комиссия возмущалась, опять отправили кирпичи, называли работы кирпичами. И очень он говорил, вот прямо по объему, смотрите, чтобы объем был не очень большой. Мы попытались по минимуму. Описание проекта я говорила, и приложение 14. Из них по проекту приложение идет 10 всего. И дополнительно мы добавили 4 приложения. Но вот видите, они объемом 70 страниц. Опять нужно было это минимизировать, потому что это слишком много. Что туда идет? Копии договоров разных. С социальными партнерами, об оказании услуг, по различным программам, документы, которые подтверждают успешно реализованные проекты наши достижения, фотографии, очень много фотографий, там грамот, всего, что мы входим в число лучших СПО и так далее, и так далее. И поэтому в конце мы пытались их втиснуть не в одну страницу, а в одну страницу несколько, по 4, по 5, по 6, даже пошли вплоть до 10, чтобы уменьшить общее количество. И обязательно, вот этот момент мне нравится, отзывы работодателей. Мы получили 2 отзыва работодателей по нашему конкурсному проекту, который, конечно, улучшает общий фон работы. Так, ну вот в таком порядке. У меня все. Спасибо. Передаю Ларисе Михайловне, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники методической сессии. У нас был лот номер 3, это информационные и коммуникационные технологии. И там мы заявлялись по 5 компетенциям. Это веб-дизайн и разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений,
разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка мобильных приложений и кибербезопасность. Значит, здесь вот эти компетенции мы отбирали, исходя из двух документов. Первый – это был содержание лота, где мы, значит, перечислялись, кроме этих компетенций, другие. И еще был такой документ, как приоритетные направления развития Республики Саха-Якутия по компетенциям ВСР. И там были по информационным технологиям тоже определенные компетенции. И вот на пересечении этих двух документов мы взяли 5 компетенций. Всего мы заявлялись на 32 миллиона 648 тысяч. Из них софинансирование региона было 3 миллиона 710, это Республика Саха-Якутия, и наши собственные 742 тысячи из нашей приносящей доход деятельности. И у нас не было средств работодателей. Вот эта черта была 0 у нас. В итоге нам выделили 32 миллиона 600 тысяч. И, в принципе, у нас мы распределили там по 3 позициям: учебно-производственное оборудование, учебно-лабораторное оборудование и методическое и программное обеспечение. И вот здесь я хочу сказать, что если кто-то будет заявляться по лоту номер 3, программное обеспечение очень дорогое. Тут даже доходит до того, что одна программа, они все лицензированные, на каждый компьютер должна быть своя программа, и поэтому здесь мы умножаем, например, на количество рабочих мест: 13, 10, 5 и так далее. Полностью смотрим на инфраструктурный лист, но тут очень хорошо помогло то, что мы весной, в мае 2019 года проходили аккредитацию площадки по проведению демо-экзамена по компетенции туризм. Здесь вот компетенция вообще роли не играет, здесь играет сам механизм прохождения аккредитации. Да? Вот наши документы возвращались к нам и постоянно возвращались. И вот оттуда нам вычеркнули корзинки, кулера, все это вычеркнули. И поэтому мы уже к сентябрю, я уже была готова к тому, что вот эту вот мелочь, которая говорится, не включать. Вот. То есть я включила только все основное, но в учебно-лабораторное оборудование входят вешалки, вот эти вешала 4-рожковые, входят компьютерные стулья, столы, и входят обязательно шкафы, запирающиеся с отсеками. Там они прямо с размерами указаны. Это вот для того, чтобы участники компетенции клали туда свои вещи, ну, запирали, да. Вот без этого нельзя. А вот кулеры, огнетушители и мусорные корзины вот мы не указывали, мы это все убрали. Очень тщательно мы прописывали программное и методическое обеспечение, потому что по каждой компетенции очень сложные программы. И вот здесь у нас получилось так, что программное и методическое обеспечение у нас получилось на 9 миллионов. По каждой компетенции в среднем получается по 1,5–2 миллиона. Это программы. И поэтому вот когда на самом деле учебно-лабораторное оборудование по нашему лоту, это в основном компьютерные столы, шкафы и стулья. То есть там, в принципе, вот такого сложного монтажа нет. А основная масса идет на учебно-производственное оборудование. Это компьютеры, они очень дорогие. Здесь нужно указывать только технические характеристики, никаких цветов. Обычно вот в инфраструктурных листах пишется не менее, да, там, например, не менее 5-го, да, поколения. Сейчас уже 7-е, сейчас пока уже пришел грант, у нас 9-я уже марка. Мы сейчас уже начинаем участвовать, поэтому, когда вы по таким быстро устаревающим, высокоразвитым технологиям заявку делаете, то нужно обязательно учитывать вот этот рост. Если пишется не менее, то значит нужно повышать. Это очень быстро стареет. Затем мы запланировали на монтаж и на ремонт-модернизацию кабинетов 600 тысяч, да, но ремонт сразу слово выбрасываем, остается модернизация. И здесь у нас получается, что она уходит на зонирование помещений, потому что по, значит, компетенциям там получается зона отдыха, рабочая зона, вот брифинг-зона, зона нахождения экспертов и так далее. Вот здесь вот на совещаниях с Юргуной Афанасьевной здесь мы говорили о том, что это все должно быть очень креативно и все должно быть в стиле хай-тек.
Вот это тоже нужно, как говорится, не стесняться. И здесь нужно вот все время думать об этом, чтобы вот это зонирование, оно играло на руку всего помещения, и чтобы вот получалась такая, ну, единая, скажем, в едином стиле все было. Оформление помещения с учетом концепции брендирования, там вплоть до цветов, у нас вот по третьему лоту только получается такой голубой синий цвет. Установка и монтаж оборудования, установка и монтаж средств обучения, установка и... Вот эти два слова запишите, установка и монтаж, потому что никакого ремонта, у вас будет только установка и монтаж оборудования. Вот туда входят протяжка сетей, подводка электропроводки различные, значит, это у вас будет установка различного сложного оборудования, типа сервера и так далее. Вот это все монтаж. И поэтому здесь очень грамотно нужно все писать. И мы очень хорошо прописали целевые показатели. Целевые показатели проекта, то есть вы должны прямо в конце написать таблицу, что в итоге у вас должно быть такое, что можно подержать в руках. Вот мы прямо тут писали количество новых программ, да, развитие материальной базы, значит, количество мастерских, но это 5, количество оборудованных рабочих мест, тоже пишите полностью, сколько у вас, количество внедренных в учебных процессов единиц современного оборудования. Вот у нас получилось 983. Из них учебно-лабораторного 459 единиц и учебно-производственного 150 единиц, программно-методического 374. Вот мы прямо вот сидели и считали, сколько программ. Это считаете, если у вас 15 рабочих мест, то 15 программ будет. А если вы на каждый компьютер еще и антивирус поставите, уже 30 будет. Ну, это в таком стиле все пишите, и получается у вас площадь отремонтированных учебных помещений, количество внедренных единиц поддерживающего технологии электронного обучения и так далее. Вот это все нужно прописывать. Нужно прописывать, сколько человек вы обучите, сколько, скажем, новых программ утвердите. А когда пишете проект, вы обязательно пишете привязку каждой компетенции. Просто по учебным планам вы пишете, какие модули будут прорабатываться в этой мастерской, какие МДК вы будете обучать на базе этих мастерских, и тогда у вас получается вот эта привязка этих мастерских. И если вы не сможете это доказать, что эта мастерская не привязана ни к какой специальности, ни к какой профессии, и, скажем, очень мало задействована, ну тогда вывод логически получается очень простой. Ну зачем там тогда эта мастерская? Так же? Вот. Поэтому вам нужно очень тщательно логически вот это все прописывать. Здесь очень хорошо поработали методические комиссии наши. Очень большую работу провела методист, потому что вот именно переработка учебных планов, переработка и новые специальности, которые мы открываем, тогда уже нужно смотреть, какие модули и какие дисциплины вы там будете обучать, начиная от общих развивающих, скажем так, и до спецпредметов. Ну и в принципе вот получается таким образом, ну 5 мастерских расписали, и вот выбор компетенции, это тоже нужно всегда заглядывать вперед, ну скажем так, советоваться. Но с цифрами у нас все нормально, ну наверное все на этом. Включи. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Якутский колледж сферы энергетики. Мы вот в числе наших коллег 3 учреждения выиграли федеральный грант на открытие 5 мастерских по компетенциям информационные кабельные сети, машинное обучение и большие данные, веб-дизайн и разработка мобильных приложений и кибербезопасность. Это лот информационные и коммуникационные технологии. Что примечательно, вот, мы с Покровским колледжем выиграли по 3 одинаковым компетенциям. Это веб-дизайн, разработка мобильных приложений и кибербезопасность. То есть получается, конкурс можно и так выиграть. Что в одном регионе по одному лоту и даже по одним и тем же компетенциям можно выиграть. Всего на финансирование
составила федеральная часть 37 миллионов 50 тысяч. Мы заявлялись на максимально возможное 37 миллионов 100 тысяч. Ну, то есть на 50 тысяч только они уменьшили. Далее вот софинансирование региона 4 миллиона 180 тысяч. И 520 тысяч это софинансирование самого колледжа. Ну, тут стоит обратить внимание, что 520 тысяч, ну, сумма софинансирования должна быть не слишком маленькой, не слишком, ну, большой может быть, слишком маленькой не должно быть. Тем больше вы указываете привлекаемое свое софинансирование, то тем больше у вас баллов. Также вот по софинансированию региона у нас Министерство образования хорошо поддержало. Мы все получили софинансирование 10%, не больше и не меньше. Ровно то количество, которое нам позволило всем по этому критерию набрать до 60 баллов. Далее, по нашей организации работы, у нас была сформирована рабочая группа, команда, и мы в составе методического отдела, по содержательной части они отрабатывали, также айтишники отрабатывали по перечню оборудования, по инфраструктурникам, по поэтажному плану, постройке. Ну и по мере необходимости привлекали преподавателей, которые будут специализироваться по этим 5 компетенциям. Ну и, конечно, да, вот 1 месяц это очень мало для хорошей работы. Днями, ночами очень интенсивно работали. Я вот хотел бы обратить внимание на момент, что почему вот некоторые колледжи республики не смогли участвовать в конкурсе. Первая причина, основная, это то, что охват, все знаете, что вот охват по компетенциям должен быть в рамках одного лота, мы должны охватить 5 компетенций. У многих учреждений я знаю, что это не получалось. И они уже вот изначально не смогли участвовать. И поэтому рекомендую вот обратить внимание вот сейчас на свою лицензию, приступить к лицензированию по каким-нибудь дополнительным профессиям и специальностям, чтобы увеличить шанс охвата можно большего количества компетенций. Получается, вот в одном лоте мы должны вот охватить вот 5 таких компетенций. Да? Каждая компетенция относится к несколько профессий и специальностей. Однако в конце каждого лота есть вот профессии и специальности, которые не относятся ни к одной компетенции WorkSkills. Это значит, по нему еще не разработано описание компетенции, техническое описание, документации нет компетенции. И теоретически вот мы справлялись в день просвещения. Вот по этим профессиям, специальностям еще можно самостоятельно разработать описание компетенции, все нужные документы и успеть согласовать с союзом WorkSkills, что на самом деле маловероятно. От республики никто так, в принципе, не успел, хотя желание было. И на этом этапе, что просто не смогли охватить 5 компетенций, до 10 учреждений они выпали из конкурсного отбора. Второй момент. Вот, несколько учреждений у нас находились на процессе реорганизации. Вы знаете, что учреждение не должно находиться в реорганизации, в стадии реорганизации. И в этом году у нас, например, Митнинский колледж МРТК, Дамский техникум, коммунально-строительный техникум. Вот очень жаль, да, что совпал такой период. По-моему, еще Южная Якутская не совет подались. И также один из сразу основных критериев наличие задолженности перед федеральным бюджетом. Не должно быть задолженности, конечно.
Вот мы выиграли, а потом вот подумали, что, ну, мы знали, что у нас есть задолженность. Вот у многих коллег, наверное, есть такая проблема по столовым. По столовым у некоторых учреждений у нас огромные суммы долга, но вот именно этот вид долга, он, как оказалось, не виден. И сейчас, когда вот мы вот подписываем соглашение, вошли в приказ, финальные протокола, ну, были такие опасения, что могут ли посчитать как долг перед федеральным бюджетом. Ну, долго думали, на самом деле, ну, с федеральным бюджетом особо этой связи нет, республиканский бюджет. Далее вот хотел бы обратить внимание на пункт, на страницу 71 конкурсной документации. Ну, одним из особенностей нашего проекта было то, что мы предложили соглашение с стратегическими партнерами. Оно упоминается на странице 71 конкурсной документации. Ну, вообще наличие серьезных намерений по дальнейшему развитию вот создаваемых мастерских. Ну, называется стратегическими партнерами. И буквально вот, да, вот видим копии соглашений договоров об укреплении МТБ для дальнейшей реализации проекта. Буквально вот кусочек текста здесь, еще в другом месте тоже указано. Оттуда взяли, разработали соглашение, быстро отработали с нашими партнерами и в итоге предложили соглашение 4 соглашения с Ростелекомом, МТС, Технопарк и Мининновации. Причем старались выбрать те компании, которые известны по всей России, федеральные. Эти соглашения не несут никаких финансовых обязательств, но служат дополнительным критериям. Вот, какое-то количество баллов могло нам добавить. Ну, так думаю. Рамочное соглашение, что стороны договорились о сотрудничестве по укреплению, в случае победы. Прямо оттуда все вытяжки, что за конкурс, какие лаборатории и общие слова. Следующее обязательно сотрудничать по укреплению. Никаких сумм, никаких сроков, чтобы компания не опасалась, очень долго не согласовывала со всеми своими учредителями, чисто вышли на контакт с руководителями местными, и они поддержали и быстро подписали вот 4 соглашения. Общие слова указали. Тут тоже вот рекомендую обратить внимание на такие моменты. Далее вот даже вот такие мелкие моменты, как цветные листы вот первых листов соглашений. Специально отпечатывали на цветном, чтобы было броско, бросалось в глаза. Тоже вот психология какая-нибудь вот имеет место быть. И также у нас, чтобы тоже привлечь внимание, это было брендовое название нашего проекта IT-колледж «Молодые профессионалы». Так, в целом назвали этот проект создания 5 мастерских, и в нескольких местах соглашения это мелькало, ну, тоже, чтобы хотя бы людям запомнилось, что вот есть такой проект с таким названием. Так, про ремонт, модернизацию колеи уже сказали, да, вот все мы, конечно, неправильно поняли, что, ну, написано ремонт и модернизация, как можно по-другому понять. И, соответственно, мы заложили туда вот размер республиканского софинансирования 4 миллиона 180 тысяч, и теперь у нас возникала вот проблема, что на ремонт не можем потратить эти деньги. И тоже обратились в Минпросвещение, и нам разъяснили, что в принципе вот мы можем
эти деньги перекинуть на закупку необходимого другого оборудования. Ну, для этого нам нужно будет дополнительно писать Минпросвещение. Поэтому в самом начале это нужно учитывать, что даже если выиграете, предстоят значительные вложения по ремонту за свой счет, либо искать также спонсорскую помощь. Даже вот сама покраска под ноутбук — это все уже сверх суммы предоставляемого финансирования. Ну да, мы тоже старались показатели указывать очень четко. Хорошие показатели всегда указывали. Мы будем ориентироваться на эти показатели. Ну, также могу отметить, что потом, когда вы уже выиграете, в самом соглашении у вас будет основной результат создания 5 мастерских. Там даже перечень оборудования не указывается. Там общая сумма указывается, разбивка идет по основным средствам плюс расходные материалы, одна сумма, другая сумма программное обеспечение, и вот вы должны будете придерживаться. И до 31 декабря года, когда вы будете создавать, вы должны завершить открытие мастерских. Ну, конечно, будут торопить, чтобы мы открыли все на 1 сентября к началу учебного года. Ну и по инфраструктурному листу, да, мы обязаны все строго придерживаться требований инфраструктурного листа, который действует на момент вот создания мастерских. В случае победы будут выездные проверки федеральных властей по целевому использованию этих средств. Вот прям будут ходить, смотреть весь перечень оборудования, проверять, есть ли оно в структуре, находилось ли в тот момент. Однако все-таки вот мы пошли на некоторую вольность, вот те же вот огнетушители, кулеры, аптечки, которые вот мы сегодня упоминали, на самом деле они есть же в инфраструктурных листах. Ну, в каждой компетенции есть, и соревнования без них не проводятся. И в итоге мы сейчас, когда будем закупаться, мы свой перечень закупок включили, то на всякий случай постраховались и перевели их за счет республиканского финансирования. Ну и вот хотел бы обратить внимание, что несколько учреждений, вот, когда составляли заявки, вот, допускали частые ошибки, и они заявлялись не на всю возможную сумму гранта, а на меньшую. Вот когда путали 10% республиканского софинансирования, что на самом деле оно должно идти от общего бюджета проекта, республика, плюс федеральные средства, плюс софинансирование, плюс работодатели. Вот этой суммы 10% это будет республиканское софинансирование, которое нам согласятся дать. А многие колледжи, они 10% взяли от федеральных грантов. То есть они могли еще чуть-чуть больше заявиться. Ну, одно дело, когда вы осознанно уменьшаете сумму необходимого, ну, сумму бюджета проекта, что вы уверены, что чуть меньшими средствами вы сможете реализовать проект. Может быть, это даже даст вам какие-то баллы, что вот они попросили меньше, чем могли бы. Но если это по незнанию, что 10% не от федерального гранта, а от общего бюджета, то нужно это учесть. Тут также вот говорили по поэтажному размещению. На самом деле в конкурсной документации очень четко написано, что все создаваемые 5 мастерских должны находиться именно в самом учебном заведении, желательно должны находиться на одном этаже и либо в одном корпусе. Тоже вот некоторые учреждения могли это не учесть, что если у них площадей не хватает, то
у партнеров, у других образовательных учреждений, у работодателей. Нужно, ну, сразу нужно при написании заявки это учесть. Ну, в этом году на этом витке вот федерального конкурса проекта «Молодые профессионалы» вот 3 документа, по которым учреждение не властно, которые предоставляет министерство, это распоряжение, приоритетно компетентное распоряжение образовательной организации участников проекта и гарантийное письмо регионного софинансирования и согласие учредителя. Ну, в этом году министерство хорошо отработало, вовремя, в хорошие сроки нам все это предоставили, и у нас было больше времени, согласитесь, да? Да. Больше времени, и все успели вот нормально, уже не в попахах в последний день, а мы же за несколько дней подали эти документы. Да. Еще вот в отделе СКО они прикрепили кураторов по каждому учебному заведению, чтобы они могли дополнительно еще раз проверить корректность, правильность, все-таки свежим взглядом, хотя бы на оформление, либо на содержательную часть могли обратить внимание. Ну, конечно, это не означает, что вот проект отправили в министерство и ждете какого-то вердикта. Они могут просто не успеть даже проверить. Либо, Просто свежий глаз. да, вот перекладывать ответственность, конечно, мы не можем. Участвуют сами образовательные учреждения. Это просто еще один дополнительная проверка. Ну, насчет объема заявок. На самом деле у нас очень объемная заявка была. 942 страницы. Ну, потому что вот предложили все договора о практике. Ну, на самом деле не надо так делать, но раз все подготовили, но все и предложили. Сам проект был 27 страниц. И вот тоже, как Марьяна Моисеевна сказала, мы часть документов вынесли в иные документы. В самом проекте указали, что такой-то документ, он находится по такому-то пункту описи в иных приложениях. Ну и поэтому мы смогли тоже уложиться. Ну, конечно, это нежелательно, и в крайнем случае вот только те объемные документы, которые очень важны и нужны, но сам проект невозможно вписать. Ну и также заявку, все документы конкурсные необходимо подписывать первому лицу, директору, даже если он в отпуске, в командировке, даже если есть уполномоченное лицо, исполняющее обязанности со всеми документами, все это только увеличивает риск, что вкрадется ошибка, либо придерутся, поэтому сам директор должен все подписывать, конечно. Ну и, наверное, если лицензия позволяет, лучше подаваться по нескольким лотам. Вот ЕИПК по 3 лотам же подавались, да? По 2 лотам подавались, а 1 лот выиграл. Ну, у меня все. Вот в заключение могу сказать, да, действительно, вот мало выиграть конкурс. Основная работа вот сейчас только начинается. И уточнение перечня оборудования. На самом деле, вот перечень оборудования, который изначально конкурсной заявке указывали, мы его сейчас скорректировали. Вот. Уже ситуация немножко изменилась, количество немножко увеличили, характеристики запасов все заложили. В принципе, это нормально. Ну, у меня все. Вот, последний конкурс у нас прошел, получается, осенью. Предыдущий конкурс прошел весной. В этом году у нас осенью, да, уже обещают в сентябре.
Ну, будем ждать, будем обязательно еще раз участвовать уже по другим компетенциям и даже будем подходить к лицензированию, чтобы охватить нужное количество компетенций. Спасибо. Поблагодарим наших участников нашего ТС. И сейчас мы хотели бы перейти к ответам на вопросы. Те, которые задают вопросы, пожалуйста, сдавайте микрофон и адресно, конкретно, четко. Какие вопросы нет? Очень полная информация. Нет вопросов. Да, вот микрофон. Микрофон включите. Добрый день. Я прежде всего хотела бы поблагодарить Николая Николаевича. Вот как раз почти до половины нашего проекта он с нами отработал. И там, оказывается, у нас вроде бы все нормально по вашим выступлениям. Если так проанализировать. Так что спасибо большое вам, Николай Николаевич. Но как раз, когда мы написали соответствие, да, он ушел. И поэтому у меня такой вопрос. Остались как бы сиротами. Ага, поэтому по соответствиям закупаемому, да. Вот проценты, да? Какие проценты, так если прямо сказать, да, лучше оставить. Соответствие закупаемому учебному. Например, мы написали, да, по тяжелой технике наша мастерская соответствует на 25%. Уровень оснащенности, да? Да, в данное время. Ну, на самом деле, вот у нас же по каждому лоту есть максимальная сумма федерального гранта, да? То есть, когда высчитывали эту сумму, они рассчитали вот существующие цены, сколько стоит оборудование, чтобы оснастить вот 5 мастерских по этому лоту. Анализ провели. Ну, это с нуля, конечно, создание мастерской. Ну, если 25%, конечно, вы высчитываете, чего вам не хватает, проводите анализ, и именно на ту сумму, именно то оборудование, которое не хватает, высчитываете. Можете, конечно, на меньшую сумму податься, либо поиграться с количеством оборудования, количеством создаваемых рабочих мест, что-то перераспределить на повышение квалификации, разработку образовательных программ. Ну, как правило, почти все они подались на максимальную сумму. И у них у всех разный уровень оснащенности. У кого-то около нулевой, у кого-то повыше, но все, конечно, подаются как можно больше. Банально. Или почему повыше? Побольше? По 35. Таких рекомендаций нет. Но главное вам на ремонт, модернизацию, которая сказана, поменьше денег. Только вот реальная сумма, которая потребуется на установку и монтаж. Это, в принципе, небольшие суммы. Программное обеспечение тоже, вот, в принципе, у нас вышло 4-5 миллионов выше программное обеспечение. Ремонт, да? Да. А у меня тоже 20 с чем-то вышло. Вот меня смущает это соответствие с окупаемого учебного лабораторного учебно-производственного оборудования. Это 4. Это исходим из этого, из этого, да? Ну, тут 1.4 вот пишут, что соответствие закупаемого, да, оборудования целям проекта. А цели проекта у вас создание 5 мастерских, именно по 5 компетенциям по соответствию с инфраструктурными листами ВУЗ. То есть то, что вы будете закупать только то оборудование, которое вот просто перечислено в инфраструктурниках ВУЗ. Даже вот у нас сейчас такие моменты возникают, что мы, получается, закупаемся по требованиям соревнований ВУЗ. Там нету таких обычных учебных моментов, как доски, некоторых, может быть, флипчарты даже нет. Ну,
чего-то не хватает, и в итоге мы будем либо сами докупать, либо в республиканскую часть все-таки такие вот элементарные вещи докладывать. Потому что нет, к сожалению, пока инфраструктурных листов мастерских. У нас есть только соревновательные инфраструктурные. На 5, на 10 мест. Да. Группа же у вас. Ну, в итоге мы сейчас закупаем. Получше места. В итоге мы сейчас закупаемся на учебные группы ориентируемся. Где-то 20 рабочих мест, где-то 25 мест. У вас так, да? У нас так. Ну, если мы создадим кабинет, лабораторию на 5 рабочих мест, что с ним потом делать, учебные группы? Я бы хотела добавить по уровню оснащенности, вы должны расчет сделать таким образом. Хоть какая у вас была база, при покупке оборудования по проекту, после этого вы должны пройти аккредитацию как ЦПДЕ. То есть полностью должны вы отвечать, соответствовать их требованиям. Вот оттуда вот вы должны расчет сделать. Если ЦПД. И я хотела бы всем сказать, что мы уже отрабатывая как на реализацию вот этого нашего проекта, мы нашли перечень победителей 2019 года по нашему лоту, зашли на их сайты. И по сайтам мы посмотрели, как они оснастились, какие у них материалы, документы поставлены на этом. Требование, чтобы когда выигрываем грант, мы обязательно на своем сайте открыли один раздел по этим оснащению мастерских. И поэтому у всех есть, и мы к ним обращаемся очень часто. В каком виде, что закупили, положение как написали, и финансирование, как вот они освоили полностью. И какой даты они открыли, кто к ним прибывал и так далее, и так далее. Сайты тех, кто победил и уже закончил вот этот ремонт и полностью оснащение своих мастерских. И надо сказать, никто из нас друг другу не соперник никоим образом, не конкурент. Вот вы видите, сразу по одному лоту выиграли 2 учебных заведения с нашей республики. Да, у которых совпадение по 3 компетенциям. Поэтому мы очень должны помогать друг другу. Мы не соперники и не конкуренты. Вот это должны очень хорошо понять. И учебное заведение, вопрос был во время Глобала, вторично может ли подать учебное заведение? Вот они говорили, можно по другому лоту. Не по лоту, где мы выиграли, а по другому лоту нам разрешается вторично принимать участие. И такой случай был в другом регионе. Вторично подали и выиграли из одного учебного заведения. И по ремонту, у кому-то ремонтных денег много, и они перебрасывают на другое, а для кого-то не хватает, и поэтому вот этот момент очень надо хорошо продумать и отрабатывать, конечно, с нашим родным министерством. Если не хватает, дадут, не дадут, но все надо прописать, потому что в будущем мы как передовые мастерские по этому направлению. По соответствию, да? У вас же был ЦПД, да? По ЦПД же у вас был, да? Нет, Не было не еще было. ЦПД. У меня, например, ЦПД есть, да, в прошлом году. Тогда, соответственно, я пишу, сколько там пишу? Там ничего не слышно. Да, не надо, да? Недоверие. Можно так вопрос? Все, закончили? Ленич. Так, Елена Николаевна, Якутский коммунально-строительный техникум. Ну, спасибо большое нашим коллегам, победителям данного конкурса проекта. Да? Мы очень внимательно слушали и слушали, наверное, все, лично я с белой завистью. Конечно, вот победа вот на этих конкурсах очень много дает. Да? Так, ну мы на первом конкурсе, который прошло весной, и вся Якутия там оттуда отпала, мы там принимали участие. Но слушая вот наших коллег, конечно, вот свой проект, свои документации мы анализировали.
и очень много сегодня узнали. Поэтому спасибо большое им. И вопрос к ним. Первое, там, когда мы делали, во втором конкурсе мы не участвовали в том плане, что мы были в реорганизации. У нас соединение там УКК и так далее, и так далее. Сейчас, по-моему, этот процесс заканчивается, и еще нет. Так, первый вопрос. Там много каких-то документов мы через нотариально заверяли. Вот на этом втором, в котором вот сейчас участвовали, вы нотариально какие документы заверили? И второй вопрос. По-моему, Марьяна Моисеевна только сказала, что они гарантийное письмо своих социальных партнеров, там 900 тысяч получили, а вот колледж связи и Покровский колледж, по-моему, об этом не было, да? Нет, без И из скольки работодателей, на какую сумму дали и каким путем вы это, вот, механизм такого, вот, я бы хотела узнать, да? Дальше третий вопрос. На первом конкурсе было очень там сжатое, мы там до 12, Николай Николаевич, наверное, знает это, да? И вот на этот раз эти документы кто туда вез 2 октября 2019 года в Москву, чтобы там лежали? Один человек, или вы сами туда ездили, или как? Вот эти вопросы меня интересуют. У нас нотариально было заверено только копия устава. Причем нет уверенности, что это вообще было необходимо. Мы просто на всякий случай взяли устав, заверили в нотариальной конторе. Решили постраховаться. Коллеги тоже добавят, что они нотариально заверяли. По финансированию работодателя действительно, вот, на самом деле три вида бюджета, да? Федеральный грант, софинансирование республики, собственные средства колледжа и четвертое, вот, привлекаем средства работодателя. У нас мы без средств работодателей подавались. Даже так есть шанс, получается, выиграть. Взамен этого, возможно, вот сыграли роль соглашения о намерениях, что вот они, да, вот в случае победы будут развивать нашу материально-техническую базу. А при проверке, вот когда вы сейчас будете реализовать, федеральные бюджеты только будут проверять, да? Там, или всю сумму, которую мы там указываем, 10%? Нет, всю сумму, весь бюджет проекта будут проверять. С 10%? С 10%, и с вашими собственными средствами. Будут весь бюджет проверять по всему оборудованию, по всем работам, услугам, касательно создания мастерских. Никому не секрет, мы тогда вот на первом этапе от своих работодателей просто фиктивные такие гарантийные письма брали. Если они дадут вот эти гарантийные письма, там 150, 200, если мы побеждаем, выигрываем, то тогда при проверке вот эти средства тоже будут проверять? Да? Эти средства войдут тогда в общий бюджет проекта, и вы обязаны будете их предоставить. Если вы их заявили, вот это меня и... то даже будете соответствовать. Спасибо. Лена Николаевна, но мы выиграли конкурс даже без таких писем, как ЕКСЭ. У нас ни писем не было, ни соглашений. У нас есть средства работодателей и прочее. В принципе, мы вот такой вариант вот на нас вы видите. Да? Вот. То есть вот 3 учебных заведения, 3 разных, скажем, истории. Да? У меня насчет работодателей. Работодатели, значит, мы прописали 900, и они гарантировали. И на сегодняшний день мы собрали 550 тысяч. И есть несколько человек, с которыми мы должны еще встречаться. А какой вид работы, я потом вам расскажу. Кто повез в Москву, это что я Алексеевна поехала на командировку, и первичные документы она отвезла. А потом еще дополнительно кто-то поехал и тоже повез. Вы сами, да, тогда? Мы отдавали им. Да. Скооперировались. Видимо, дополнительная база дают, если самое И там вас пропускают только на первый этап или на второй этап содержательный тоже?
Нет, если туда полностью едем? отдаешь. Нет. Просто это же как курьер она Канцелярия. получается. Нет, но потом, если вы заявляетесь, если хотите присутствовать на вскрытии, заявок, любой может участвовать по заявке. На первом этапе. На этапе вскрытия. Ага. Это нулевой этап, скажем, вскрытия. Там, если не прошито или не заклеено, они могут отбросить, да? И представители Якутии же участвовали на вскрытии. Вот Алексей Михайлович участвовал в прошлом году. Медколледж тоже. Анастасия Дмитриевна. Спасибо. Ну, можно, пользуясь моментом, обсудить, кто как, например, записал, ну, такую мелочь, как кто как записал заявку на носителя информации. Мы, например, записывали на флешке. Причем единым файлом. Да. В одном файле, один огромный файл, туда все приложения, все пункты вписали. 942 страницы, да? 3 формата. 940 формата. Как Там даже требуется, так диск уже это указывали же. Вот когда конкурсную документацию читаете, да, вот просто не ленитесь, прямо вот дотошно, прямо до буквы читайте, вот вплоть до форматов, сколько штук, и обязательно не нарушайте сколько страниц, потому что если действительно вот кирпичи, да, там внутрь никто смотреть не будет, сразу отбрасывают и все. И поэтому вот требования, там же специальный пункт есть, не соответствует требованиям конкурсной документации. Это может быть что угодно, и превышение объема, это может быть и несоответствие формата, это может быть, скажем, и неправильный даже шрифт, и вот этот пробел, да. Вот они что пишут, требуют, то это просто надо соблюдать и все. Ну, на втором конкурсе, по-моему, там от первого конкурса отличие было вот поэтажное распределение мастерских, учебных мастерских. Те, которые учебное оборудование, производственное оборудование требуют, мы должны были расписать по этим мастерским. А на первом не было такого. Ну вот видите, да, вот каждый год условия конкурса меняются, поэтому очень важно предыдущую заявку, которую они сыграли, не просто взять там, а обновить даты, да, а вообще содержимое полностью, ну, подстраивать, очень кардинально обновлять. Еще вот, скажите, пожалуйста, у вас вот вы создали комиссию, да, вашу, ну, по приказу директора. И примерно сколько человек там вот в вашей комиссии, в вашей команде, которые вот разработали вот этот проект? Сколько примерно? Непосредственно, Кроме методистов. ну, 5 человек работало. Но это с методистами. 2 методиста, 2 методиста, 3 айтишника, ну и я. 6 человек получается. У вас должность Заместитель директора по инновационной деятельности. У меня вопрос по формату файла. Да? PDF, ну, понятно, там защита от редактирования стоит. А док как защищали? Пароль? Форматы док и RTF. Док мы никак не защищали. Там же в конкурсной документации стоит, что защищенные от редактирования, форматы PDF. Сам диск мы защищали. Сам диск, чтобы там нельзя было менять данные. А еще вопрос, вот, когда вы переводили с дока на RTF, у вас количество страниц не менялось? Ну, вот это тоже очень муторный технический процесс. Нужно было где-то добавлять что-то. Тут сдвигается формат, подгонять. Ну, технически это можно, но нужно сидеть дотошно, чтобы все 3 вида форматов соответствовали друг другу. Так, вопрос поступил с горно-геологического техникума. Вот такой случай, если мы хотим самостоятельно разработать и утвердить техническую документацию по компетенциям, которых нет в лотах, есть ли необходимость согласовывать документацию с Союзом ВСР? Ну, я говорил об этом обязательно. Вот по тем специальностям, по которым не определена компетенция, теоретически вы можете успеть разработать, успеть утвердить, согласовать с Союзом ВСР. Без их согласования, ну,
ничего не будет дальше. Извините, вы с какого учебного заведения, который первый задали вопрос? Вилюйский, да? Технику. Ну, если вот аккредитацию Микрофон, пожалуйста. СПД образовательное учреждение проходит, там же все говорят стопроцентное. Если учебная база отвечает по всем требованиям 100%, то тогда как по этим мастерским еще вот деньги получить, имея стопроцентную обеспеченность оснащения вот этой учебной материальной базы? Это вам, Татьяна Васильевна, вопрос. Хотела, да? Как вы это хотели? Как вы хотели? Я хотела через покраску и через ремонт, зубной ремонт. Поэтому вот меня волнует этот вопрос на ответственность. Ну, тут надо же делать, что оно устаревает, но все равно устаревает. Поэтому 100 оно не будет. На момент заявки оно не будет 100. Нет, ну, по вашим компетенциям еще можно говорить, устаревает и так далее. А у нас такие вот тяжелые, такие железные оборудования, у них есть срок. Не по компьютерам, которые вот сегодня заказали, завтра будет новое. Модификация же может поменяться. Вот, да нет. От КАМАЗа остался один КАМАЗ название. Уже модификация уже совсем другая. Нет, ну КАМАЗ есть КАМАЗ, там внутренности могут они меняться, наверное. Но рамка остается же, наверное. Ну тогда не заявляйтесь по этой компетенции. Кроме ремонта, если что, покраска и кузовный ремонт же. Но также тоже что-то есть. Покраски одна уже камера. Ну, конечно. Камера стоит несколько миллионов. Вот. 4 на 6. Тут действительно нужно быть осторожным, да, что вот, да, у нас есть СПД действующая, соответствующее требования WorldSkills, и вы одновременно заявляетесь на мастерскую по этой же компетенции. Ну, возможно, стоит не указывать просто, что у вас есть СПД. Ну, в принципе, база-то есть федеральная, при желании они могут это увидеть. Либо она уже, ну, если по ней прошла аккредитация, что она уже не Свежая соответствует. аккредитация. Ну, свежая. Вот этот вопрос СПД, который, да, вот центр экзамен, аккредитации, вот это вот очень много влияет, да? Вот это вот. Если образовательное учреждение прошел вот эту аккредитацию, обязательно, да, вот вообще. Как требования стоят, да? Мы вообще Ну, гранту. по 5 не проходили мы. Баллы дают какие-нибудь ЦПД? Нет, наличие СПД, наличие специализированных центров компетенций, все достижения, которые, вот какие-то статусы, которые несет, владеет учреждение, все это дают баллы. Все достижения вы указывали. Какой-то базой является, центром являемся. Были признаны, входили в топы учреждений там, федеральных, либо республиканских, все это указывали. И вот, Лариса Михайловна, вы там говорили, что какую-то документацию по востребованным профессиям, компетенциям, актуальным таким. Я вот это, откуда вы взяли вот это распоряжение? Это распоряжение главы субъекта о приоритетных направлениях. Она есть. Ваши компетенции? Нет, там много компетенций все, и мы среди них нашли и туда, нет, главное вот то, по которым заявляют, чтобы они сюда входили, а иначе как у нас регион 10% будет финансировать. Нет, когда вы говорили, я подумала, что они откуда там по своим компетенциям. Нет, есть перечень компетенций. Я знаю. Вот, и вот этот мы там говорили, нашли, да? потом отсюда нашли, и на пересечение получили. Потому что надо, чтобы она и здесь конкурсной была, и в региональной. Ну вот то распоряжение, о котором говорили, оно каждый конкурс готовится, каждый конкурс обновляется, и на основе ваших заявок. По каким компетенциям вы заявляетесь, вот, учредитель наш поддерживает все наши заявки, как правило, и не исключает. Не исключает. Мы все в итоге входим в одно распоряжение, которое вот закрывает сразу два пункта вот, о приоритетных компетенциях и о учреждениях потенциальных мастерских. Горно-геологические тоже спрашивают, сколько времени займет согласование Союза?
Не могу сказать. Ну, тут может просто человеческий фактор даже тогда. Может кто-то сможет вылететь из учреждения, там на месте отработать, либо как-то выйти там на дирекцию техническую, попросить там через какие-то договоренности, не знаю. Ну, никакой гарантии тут нет. Возможно, стоит даже заранее вот отрабатывать, что, однако же у нас нет перечня компетенций, которые в конкурсной документации каждый год обновляется, чтобы заранее по ним проводить работу. Ну вот, если у вас нет даже профессии, то значит, пока не считают приоритетной компетенцией, если конкурсная документация не указана. Может быть, в новом конкурсе появится. Не можем точно сказать. Есть еще вопрос? Еще раз поблагодарим наших гостей, участников метод-сессии за полную информацию. Спасибо всем. Спасибо, Алексей.